Компания «Правила качества» гарантирует качественный монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, безопасности и контроля. Консультации по телефону 204 81 01. Здравствуйте, это программа «Бизнес сегодня». Главные экономические события в ближайшие минуты. В Екатеринбурге открылось уникальное производство энергосберегающего оборудования. Открытие цеха стало частью программы расширения линейки частотных преобразователей, помогающих сократить затраты на электроэнергию до 50–70%. В цехе планируется производить частотные преобразователи, помогающие экономить энергию путем регулирования частоты вращения асинхронных двигателей, которые широко применяются в хозяйстве. По подсчетам экспертов, при внедрении такой техники потребление электроэнергии можно сократить в среднем на 20–40%, а в некоторых случаях до 70%. Вы пользуетесь холодной горячей водой, да? И вам удобно, чтобы из крана вода текла все время с постоянным давлением. Вот. Но когда люди вечером приходят с работы домой, все сразу открывают краны, расход воды резко увеличивается и давление может меняться. Преобразователи частоты регулируют давление, поддерживая его постоянным, так, чтобы двигатель работал на полную мощность только в часы пикового разбора воды. В то время как днем, когда все на работе, и ночью, когда большинство населения у нас спит, он уменьшает потребляемую из сети мощность. В основном, рассказывают производители, потребителями подобной техники являются коммунальные хозяйства. Частотные преобразователи устанавливают в котельных, насосных станциях и на крупных промышленных объектах. Помимо этого, они могут использоваться и при частном жилищном строительстве. Для этого выпускают модели малой мощности. По словам руководства конструкторского бюро «Агава», спрос на энергосберегающие приборы в России растет. Рынок требует больше энергосберегающих приборов и систем. Тенденции таковы, что нужно увеличивать производство этих приборов. Эти приборы реально берегут энергию, электричество. Судьбу пассажа решат жители Екатеринбурга. 23 марта состоится общественное обсуждение ситуации представителями разных сторон. Судьбу пассажа обсудят на расширенном совещании Общественной палаты Екатеринбурга, но мероприятие по статусу будет соответствовать общественным слушаниям. Совещание пройдет в администрации Екатеринбурга в 14:00. К обсуждению пригласят как сторонников реконструкции, так и ее противников. Принять участие в дискуссии сможет любой желающий, однако обязательно наличие екатеринбургской прописки. Записаться на выступление можно в приемной Общественной палаты города. Отбирать выступающих для обсуждения будут из числа тех, кто быстрее всего записался на слушание. Если желающих будет слишком много, то представить свои предложения можно в письменном виде, и они будут обязательно учтены при дальнейшем рассмотрении вопроса. Впрочем, глава городской общественной палаты выразил сомнения относительно большого числа выступающих. Федеральный арбитраж обязал Уралтрансбанк заплатить банку 24.ру более 100 миллионов рублей по векселям, выпущенным в 2009 году. Об этом прецеденте сообщает информационное агентство «Новый регион». Судебная тяжба между кредитными организациями длилась более 2 лет. Сейчас исполнительный лист на взыскание суммы долга уже на руках у банкиров. Шансов изменить решение суда крайне мало. Разбирательство началось в 2009 году, когда банк 24.ру предъявил к оплате векселя Уралтрансбанка на сумму 90 миллионов рублей. Однако Уралтрансбанк отказался выплачивать деньги, заявив, что бумаги поддельные. В итоге 24.ру подал иск, к которому присоединилась еще одна компания, не получившая своих денег. За 2 с лишним года по делу между двумя банками состоялось более 20 судебных процессов. Дело прошло все 3 судебные инстанции по 2 раза. В начале марта текущего года Федеральный арбитражный суд Уральского округа все-таки постановил взыскать более 100 миллионов рублей в пользу банка 24.ру. Теперь банк 24.ру может в любой момент потребовать списать причитающиеся ему деньги. Однако есть информация, что Уралтрансбанк еще попытается переиграть дело в свою пользу и обратиться за пересмотром решения суда Уральского округа в Высший арбитражный суд. Это был «Бизнес сегодня». Каким будет бизнес завтра, узнаем уже скоро. Удачи вам в делах! 23 и 24 марта приглашаем на 2-й экономический форум «Деньги, технологии заработка». В программе специализированная выставка и обучающие семинары. Уральский институт Академии при президенте Российской Федерации приглашает абитуриентов на День открытых дверей 24 марта в 15:00.